Здравствуйте, дорогие товарищи. Продолжаем занятия по программе КПРФ. Рассматриваем второй раздел, мы его не закончили. Он называется «Уроки истории и пути спасения Отечества». Значит, на прошлом занятии мы вкратце рассмотрели историю нашего государства, нашей партии и дошли до 80-х годов. Вот. Говорилось о том, что послевоенный период, уже после смерти Сталина, постепенно действительно нарастали негативные явления. И в частности, как предупреждал Ленин, к правящей партии присосалось немало чуждых элементов, безидейных карьеристов и приспособленцев. Эти носители мелкобуржуазной идеологии всегда представляли для социализма особую опасность. Но об этом еще говорил в свое время Ленин. Еще он говорил на заре советской власти о том, что наша страна мелкобуржуазная, все-таки крестьянская, и эта мелкобуржуазная стихия, она может в любой момент захлестнуть пролетарское начало и навязать, что называется, свои взгляды, свою ориентацию, и это может свернуть нашу партию с пути, нашу партию и государство. В общем, что и произошло. В значительной мере это мелкобуржуазные и вообще буржуазные взгляды, навязанные нам извне и выращенные внутри, они привели к довольно трагическому финалу. Так, далее говорилось в прошлый раз о том, что погоня за численностью партийных рядов, отсутствие механизма сменяемости и омоложения руководящих кадров ослабляли КПСС. Политически зрелая ее часть не смогла оказать должного влияния на деятельность руководящих структур и предотвратить растущее проникновение в партию классово враждебных ей лиц. Недооценка опасности происходивших процессов, монополия на власть и на идеологию, перерождение части партийных лидеров ввергли нашу партию КПСС в состояние зазнавшейся партии. Это в прошлый раз мы говорили об этом, да? Все глубже становился отрыв ее руководителей от миллионов коммунистов, от трудящихся. Тем не менее, говорится в программе, борьба за ленинский курс, за подлинный социализм не прекращалась никогда. СССР двигался вперед, росли его могущество и международный авторитет. В партии крепло стремление коммунистов-ленинцев решить, наконец, назревшие проблемы, преодолеть накопившиеся в обществе негативные тенденции и выйти на новые рубежи. Однако это стремление было обманным путем использовано предателями социализма. Во второй половине 80-х годов они, имеется в виду лидеры партии, они на словах лицемерно провозгласили лозунг «больше демократии, больше социализма». Речь идет о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. На деле же развернулась работа по его уничтожению, то есть уничтожению социализма, социалистического строя. Всячески подрывалась роль общественной собственности, основы социалистического строя, извращалась роль трудовых коллективов и кооперации. Не были приняты должные меры по пресечению теневой экономики. Ослабление роли государства, отступление от планового начала привели к дезорганизации народного хозяйства и потребительского рынка. Искусственно созданный дефицит товаров в этот период вызывал протесты населения. Средства массовой информации были сознательно переданы в руки носителей буржуазных взглядов. Используя методы психологической войны, они обрушили на массовое сознание поток очернительства советской и российской истории. Были развязаны руки теневому капиталу, националистам, антинародным силам, которые выступили против советской власти и единого союзного государства. Это такая общая картина, которая сложилась с приходом к власти Михаила Горбачева. И действительно, вы помните, он много выступал, много говорил, но слова расходились с делами. И, хотя при Горбачеве мы отметили 70-летие Октябрьской революции в 1987 году, тем не менее, это руководство, Горбачев, Яковлев
и Шеварднадзе, и другие, они повели дело к развалу нашего социалистического строя, социалистического государства. И в значительной мере это было сделано в экономической области. Так? Ну, там началось, вы помните, с закона о трудовых коллективах, потом закон о кооперативах появился. Ну, все это довольно извращенно, как говорится, притворялось в жизнь. Вот. А теневая экономика, которая, ну, в общем-то, всегда существовала в нашем государстве, и в любом государстве она существует, теневая экономика, да, вот, она вышла постепенно на первый план. Ну, и вот к развалу Союза, значит, вот, деятели этой теневой экономики, они уже навязывали в определенной мере свою волю. Так? Дальше говорится в программе: политическая верхушка пошла на то, чтобы использовать свое положение для захвата общенародной собственности. Когда ее действия натолкнулись на сопротивление истинных партийцев, требовавших сохранения социалистического строя и союза СССР, перерожденцы в августе-декабре 1991 года осуществили контрреволюционный переворот и запретили деятельность партии коммунистов. Ну, тут я еще вот, возвращаясь к предыдущему абзацу, должен сказать, что вот развал Союза, союзного государства, ну, он в какой-то мере был спровоцирован не только центром, но и ну, как мы говорим, вот элитами различных республик, ну, прежде всего, союзных республик. Потому что, скажем, и та же Украина, Белоруссия, ну, не говоря уже о прибалтийских республиках, Грузия там, и так далее, вот, все они в определенной мере уже направляли свои усилия на то, чтобы получить некий суверенитет, так, о чем будет вот объявлено Ельциным в свое время, вы помните, да, вот, и попытаться получить независимость от общесоюзного центра. Вот по этому абзацу, вот когда, значит, дело дошло уже до развала государства, значит, вот все вы, ну или большинство старшего поколения помнит, как все это происходило. В определенной мере это, ну, мы смотрели по телевидению в основном, но тем не менее, значит, многие события, как говорится, мы видели воочию, ну, те же съезды народных депутатов, так, та же борьба за власть, вот, и в конечном итоге, вы помните, дело дойдет до августовского переворота, ну, когда попытка спасти Союз, ну, правда, не очень удачная, вот ГКЧП, так, которая выступила в этот период, пытаясь заменить правительство Горбачева новым и спасти Союз, ну, оно действовало очень, скажем, неуверенно, непрофессионально, непоследовательно, может быть, и в конечном итоге они сдали позиции Ельцину. Ельцину это был, как говорится, в этот период уже президент РСФСР, Российской Федерации. И вот воспользовавшись слабостью вот этого ГКЧП, так, значит, власть была захвачена Ельциным и его командой. Ну, а Горбачев, фактически освобожденный из так называемого плена, да, из Фороса, он уже фактически потерял бразды правления. И дело дойдет далее до, ну, это чуть позже, давайте, вот, значит, вот такая ситуация возникнет, да. Далее что говорится в программе? Очередным шагом в насаждении капитализма и разрушении страны стал Беловежский сговор, пришедших к власти откровенных предателей нашего Отечества. Они грубо попрали священную волю народа, его желание жить в едином многонациональном государстве, ясно выраженном на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Ну, действительно, такой референдум был проведен, да, по настоянию, видимо, вот, патриотических сил. И, вы помните, значит, 72 с лишним процента населения СССР, то есть во всех республиках, ну, не помню там по прибалтийским республикам, самым таким, конечно, оппозиционно настроенным, но практически во всех республиках вот большинство населения, простых людей, да, как мы говорим, оно выступило за сохранение Союза.
Ну а кто же был против? Кто, казалось бы? И вот эта воля большинства оказалась попрана, значит, меньшинством, захватившей власть. Фактически у нас, ну, такое государство, что, к сожалению, многое решает центр, руководящие органы и так далее. И люди, ну, не привыкли у нас вот там выходить на мощные демонстрации, значит, и, как говорится, ну, как-то и вот эти вот силы, которые должны были спасти Союз, партийцы и так далее, они не сумели вовремя, как говорится, организовать вот патриотические силы на то, чтобы предотвратить вот эту вот трагедию. Ну и вот этим воспользовались кто? Ельцин, Шушкевич, Кравчук, которые взяли и подписали в Беловежской пуще развал Союза. Хотя это вот до сих пор, ну и тогда, и сейчас считается это незаконное решение. Ну, во-первых, Советский Союз создавали 4 республики, а развал подписали 3. 4-ю республику не спросили. Ну, тогда это была Закавказская федерация, то есть это Грузия, Азербайджан и Армения вместе. Тогда они одну республику представляли, одну федерацию. Их не пригласили. Раз. Во-вторых, как говорится, это все было сделано в обход вот общенародного референдума, мы говорим, да, в обход того же Горбачева. Горбачев вообще не знал об этом, потом постфактум узнал о том, что, оказывается, Союз уже развален, что уже, как говорится, Российская Федерация, Украина, Белоруссия, а за ними и другие объявили о своем суверенитете, независимости. Это потом будет подтверждено еще в Алма-Ате. Будет создано так называемое Содружество независимых государств. Ну, формально оно до сих пор существует. Значит, ну и далее, вы знаете, вот переворот и захват власти. В конечном итоге Горбачев вынужден был с этим согласиться, но он вообще, как говорится, оказался и безвольным, и, как говорится, оказался, как говорится, властью без силы, его не поддерживала уже значительная часть населения. И он сдал позиции, и власть перейдет к Ельцину. Значит, Советский Союз будет развален. Возникнет 15 независимых государств, бывших союзных республик. Так? Вот. И венцом, вот позорным венцом, дальше говорится, этих преступных деяний стал кровавый октябрь 1993 года. Расстрел из танковых орудий Дома Советов в Москве, разгон съезда народных депутатов. Эти события послужили прологом к созданию буржуазного государства и установлению режима национальной измены. Ну, я еще вот просто забыл сказать еще, что с приходом Ельцина к власти не только вот, значит, был развален Союз, но и была запрещена Коммунистическая партия Советского Союза. И потом вот истинные коммунисты вели борьбу, в 1993 году возродили партию. Ну, значит, во-первых, там суд был, Конституционный суд, на котором вот этот запрет партии был объявлен незаконным. Да? Вот. Ну, в конечном итоге в 1993 году возникнет новая партия под названием уже Коммунистическая партия Российской Федерации. Ну, Союз, к сожалению, уже распался, и КПСС осталось в прошлом. Так? А вот дальше, смотрите, вот позорным венцом, да, мы говорим, стал расстрел, события 1993 года. Но это были действительно последние попытки сохранить советскую власть, советские органы власти, советскую конституцию и так далее. Да? Ельцин грубо, значит, разогнал вот сторонников защитников, значит, власти Советов, Советской Конституции и фактически пошел на государственный переворот. Это действительно государственный переворот был. Так? И с применением военной силы. Вот. И после этого, действительно, тут же, после вот октябрьских событий, в конце года, в декабре, были назначены выборы в Государственную Думу. И, значит, прошел, по-моему, прошел референдум по принятию новой Конституции. Так? И значит, вот
Коммунистическая партия Российской Федерации, кстати, первые выборы игнорировала. Она не пошла вот на это. Многие действительно патриотические силы, истинные коммунисты, сторонники партии и так далее, они не пошли на эти выборы. На выборах, по-моему, участвовало чуть больше половины населения страны. Ну и, конечно, большинство получили сторонники Ельцина. И таким образом наше советское государство в 1993 году, да, оно фактически было разрушено окончательно, и наступила буржуазная форма нашего государства. Вот. Ну, появилась новая конституция, в которой очень, говорят, большие права получил президент, президентская власть. Ну, у нас была создана, вот, значит, если Верховный Совет, еще вот, который разогнан был, да, стоял за парламентскую республику, создание парламентской республики в Российской Федерации, то фактически новая конституция навязала президентско-парламентскую республику. Ну, а в общем-то у нас президентская республика. Очень большую роль играет президент. У него очень много полномочий. Так, далее. Вдохновителем антисоветских сил в нашей стране были Соединенные Штаты Америки и их союзники. Западные спецслужбы. Под их покровительством в стране была создана пятая колонна. При ее ведущем участии произошло завершение контрреволюционного переворота, что привело к закреплению и обеспечению временной устойчивости навязанного народом России капитализма. Разрушительный курс нынешней власти, ее губительная политика становится все очевиднее для миллионов людей. Это говорится о 90-х годах. Ну вот тут помимо, значит, ну действительно вдохновителем всех этих событий, внешним вдохновителем были Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, да? А в нашей стране действовали действительно спецслужбы, в частности, всякие советники, они же агенты ЦРУ, и вот под их покровительством была создана пятая колонна. Ну, пятая колонна, знаете, вот действительно это были все противники советской власти, вот, вся команда Ельцина фактически, с Гайдаром, Чубайсом и другими, да, руководителями, которые пришли, Бурбулис там и так далее. И вот эта вот пятая колонна, она завершила вот этот конституционный переворот, вот, и закрепила, ну, на какое-то время народ поверил. Народ, кстати, у нас в какое-то время верил Ельцину и его команде. Но когда в 92 году Гайдар объявил о реформе цен и так далее, отпустили цены, перешли к рыночной экономике. И что случилось в 92 году? Сразу в 17 раз увеличились цены. И упала зарплата, соответственно. И все накопления наших граждан, они фактически оказались потеряны. Вот. Это был вот очень сильный шок для нашего населения. Да? И все 90-е годы, вы говорите, не зря их называют лихие 90-е, это было действительно грабеж страны, разворовывание, вот, так называемая прихватизация, да, которую навязал, ну, вот эта чековая приватизация, которую навязал Чубайс, его, значит, команда. Вот. Народ тоже верил, что вот эти чеки, ваучеры что-то дадут людям. Ну и всех обманули фактически, да? Потому что большинство этих чеков люди за бесценок отдавали ловким проходимцам, которые тут же набивали, целые мешки собирали этих ваучеров и скупали по дешевке всю общегосударственную собственность. Заводы, значит, всякие, значит, рудники и так далее, да, предприятия, корабли и прочая ценность общенародная, вся пошла, как говорится, на продажу. Причем этим воспользовалась прежде всего верхушка, конечно. Вот все Чубайс и так далее, все они, значит, успели обогатиться. Вот эта вся теневая экономика вылезла и моментально стали миллиардерами в последующем, да? И вот совершенно неизвестные люди вдруг появились и стали хозяевами жизни. Вы помните, это и Березовский, там и другие, да? Вот. Как говорится, люди, которые в советское время были совершенно неизвестны, были вообще рядовыми, ну, относительно малоизвестными людьми, но они там тоже занимали какие-то должности и посты, да.
Ну вот, воспользовались ситуацией, они пошли первыми, значит, начали разворовывать, грабить нашу страну. И вот 90-е годы, ну вы знаете, приватизация началась в 91-м году, в 92-м, там, ну может, в 91-м даже, да, 92-го года, скажем. И продолжается в определенной мере до сих пор. Вот до сих пор 30 лет они не могут еще полностью разрушить мощный народно-хозяйственный комплекс нашей страны. До сих пор идет приватизация и так далее, и так далее. Еще что-то там из общенародной собственности передают в частные руки. Было объявлено, что рыночная экономика все отрегулирует, что эти частные предприниматели, они наведут порядок и накормят страну, оденут, обуют и так далее. Уже 90-е годы показали, что все это обман, очень большой обман, да? Вот. А все 30 лет, которые мы живем, вот до сих пор разрушенное народное хозяйство, оно не восстановлено. В значительной мере промышленность у нас лежит на боку, да? Кроме оборонных отраслей, ну и сырьевые некоторые наши отрасли. Да? Сельское хозяйство почти на боку, да? Там ну, кое-что, как говорится, привели в порядок, но в целом, конечно, еще сельское хозяйство не достигло уровня 90-го года. Вообще в целом народное хозяйство не достигло у нас уровня 90-го года. А что говорить о людях? Люди потеряли все, потеряли свои сбережения и оказались в нищете. Вот у нас в 90-е годы было потеряно 10 миллионов только в Российской Федерации людей. Это вот из-за того, что люди обнищали, люди, значит, пенсионеры и другие, значит, незащищенные слои населения оказались в беспомощном состоянии. Идем дальше. Реставрация капитализма неизбежно породила эксплуатацию человека человеком, привела к глубокому расколу общества. На одном полюсе оказался так называемый класс стратегических собственников, вот о которых мы только что говорили, да, основу которого изначально составил банковско-спекулятивный и экспортно-сырьевой капитал. Вот именно, вы помните, сколько банков возникло сразу в эти 90-е годы, там их сотни было, да, и людей они обманывали. Всякие манипуляции шли, создавали вот эти пирамиды пресловутые, да, МММ там и так далее. Сколько обманули людей. С другой стороны, экспортно-сырьевой капитал, вот вы знаете, что тот же Березовский и другие, вот, они захватили, прежде всего, сырьевые, экспортные наши отрасли. Имеется в виду нефть, газ, вот, металл. Металл у нас очень тоже идет на экспорт. Ну, никель, например, вот Потанин там вдруг стал хозяином, да, всего никеля. Или алюминий, вот Дерипаска, да, захватил алюминий, вот, алюминиевое производство. Экономически, дальше идем, да, экономически он тесно связан, имеется в виду вот этот капитал, созданный, капиталисты новые. Экономически он был тесно связан с Западом и носил ярко выраженный компрадорский характер. Ну, компрадорский, то есть они работали на Запад. Вот все, кто пришел с Ельциным, там, начиная с Горбачева, с Ельциным, все они были поклонники Запада, все они присмыкались перед Западом, все они ездили в Америку, все они там ездили в эти европейские державы, жали руки, кланялись, хвалили Запад. Ельцин, помните, выступал. Вот. Храни, да, Господь, храни Америку, типа того его выступления и так далее. И он там заявлял о том, что с коммунизмом покончено и все такое. В общем, это бывший, причем это бывший долгое время секретарь Свердловского обкома партии, да, Ельцин, да, и потом его пригласил Горбачев в Москву, и он начал уже в Москве, руководил, в ЦК вошел и так далее. И вот такие люди захватили власть. То есть это явные предатели и изменники. Столько лет он служил партии, что называется, на словах, да, вот, ну, являлся вроде коммунистом, а потом вдруг заявил о том, что он покончил с коммунизмом. Ну, он, конечно, был неправ. Коммунизм жив и будет жить. Да? Дальше идем. Национальный капитал, хотя и ориентируется на развитие отечественной экономики по своей классовой сущности, ну, но своей классовой сущности не теряет. Да? В стране растет число долларовых миллионеров и миллиардеров. На другом полюсе находится огромная масса обнищавших людей, задавленных угрозой безработицы и неуверенности в завтрашнем дне.
В Россию вернулось антагонистическое противоречие между наемным трудом и капиталом. Ну вот, как говорится, за что боролись вот эти вот сторонники Ельцина и так далее, на то и напоролись. Вот капитализм, он их и придавил. Они сейчас все стали в большинстве своем наемными работниками, причем участников часто работают, всегда, в любой момент их могут выгнать, вот, и так далее. Значит, и они, конечно, надеялись, я не знаю, на какой они надеялись капитализм, да, вот, что капитализм будет лучше социализма, да, советского социализма. Идем дальше. Государственная машина, поддерживающая такой порядок, в полной мере выражает интересы и волю крупной буржуазии, ее верхушки в лице олигархии, да. Вот эти олигархи, при Ельцине, вы помните, они чуть не командовали, тот же Березовский и так далее, он там вошел, он же был чуть не секретарем Совета Безопасности, тот же Березовский. Они командовали в определенной мере, они навязывали свои интересы. Страна охвачена системным кризисом. Реставрация капитализма повлекла за собой резкое падение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, деградация науки, образования и культуры. Несмотря на поток нефтедолларов, нефть все-таки продавали, да, всегда продавали и продаем, до сих пор нет существенного продвижения ни в одной отрасли экономики. Ну, сейчас, может быть, в оборонке у нас некий, как говорится, просвет есть, а в основном, конечно, у нас, тут правильно сказано, да, существенного продвижения нет. Сокращается численность населения, вот я сказал, 10 миллионов только в 90-е годы. И дальше, об этом Геннадий Андреевич Зюганов говорит, что ежегодно наша страна фактически теряет около 1 миллиона жителей. Вместо того, чтобы прибавлять, как это было в Советском Союзе, по 3 миллиона в год примерно был прирост в Советском Союзе, у нас идет убыль. И вы знаете, вот с 91-92 года, как было 145-147 миллионов, так на этом уровне и держимся. Не можем выйти даже на 150 миллионов. И держимся за счет мигрантов еще. Так, по идее, у нас население-то сокращается. Вот, собственно, ну, за счет мигрантов вот эта цифра сохраняется. А так, численность населения, к сожалению, и мы, как жители Дальнего Востока, Дальнего Севера, да, мы это ощущаем на себе, потому что сейчас вот эта миграция продолжается. Из Сибири, с Дальнего Востока, с севера народ уезжает по-прежнему, да, и оголяет огромное пространство. Раньше тут все-таки здесь было очень много народу, была такая оживленная жизнь, шло развитие. Сейчас это все, ну не то что замирает, но вот власть пытается что-то сейчас реанимировать. Ну вот тенденция пока такая, действительно. Уезжает, может быть, больше, чем приезжает. Ну, приезжает, конечно, но тенденция пока негативная. Так, теперь, значит, граждане отчуждены от участия в управлении делами общества. Ну, действительно, у нас 100 командует. Вот у нас командует центр, да, президент, правительство, губернаторы, да, на местах, и главы правительств, главы, значит, республик. А само население, конечно, хотя там, вы знаете, вот современная власть он там проводит всякие мероприятия типа взращивания новых кадров из молодежи, из участников СВО, да, но это единицы, кого они там пытаются выдвинуть в свою команду. А большинство населения все-таки отчуждено и поэтому не принимает участие. И даже на выборы плохо ходят. Вот выборы — это единственная форма, в которой люди могли бы принимать участие во власти. То есть они голосуют за того или другого кандидата во власть. Да? А на выборы перестали ходить, потому что уже не верят этой власти. Углубляется, да, вот тут дальше и говорится, попираются нормы буржуазной, даже демократии, да, и выборы в органы власти все больше превращаются в фарс. Ну, потому что действительно, как мы не стараемся, вот оппозиционные партии, Единая Россия все равно, изворачиваясь, выходит наверх и получает большинство мест. Обманывая население, подтасовывая всяко разные выборы и так далее. Углубляется пропасть между богатыми и бедными, между новоявленными толстосумами и большинством населения. Трудящиеся лишились большей части своих социально-экономических гражданских прав.
Пролетаризация большинства соотечественников происходит одновременно с их социальным расслоением. Продолжается абсолютное обнищание значительной части трудящихся, ветеранов и пенсионеров. Миллионы детей занимаются бродяжничеством и не посещают школу. Обостряется противоречие между регионами, между городом и деревней. Ну вот что сказать вот по этому абзацу, да? Ну действительно, вот сейчас вот эта кучка самых богатых людей, их где-то 300 или 500 там семей, да, в нашей стране, которые обладают 40-50% всего богатства нашей Родины. Ну, 40% финансовых средств находится в их распоряжении, 40%, и 60% только на всех остальных. Конечно, это уже похоже на Америку, там, на другие страны. Вот приехали к этому финалу, да. А зато нищих, обездоленных у нас число очень велико. До 40 и более процентов. До 40 миллионов из 145, 147. 40 миллионов у нас живут ниже прожиточного минимума. В Якутии тоже 15 примерно, 12-15% это люди, которые живут ниже прожиточного минимума. Так, вот. Теперь, ну, особенно страдает, конечно, вот незащищенная часть населения. Ветераны, пенсионеры, дети и так далее. Инвалиды, да. Миллионы, ну, тут вот насчет того, что, конечно, программа писалась у нас в 90-е годы. Тогда действительно миллионы детей были, значит, фактически бродяжничали, не посещали школу. Это вот последствия 90-х годов. Сейчас эта ситуация немножко выправилась, но все равно, и даже в Якутии, вот мы рассматривали вопрос вот недавно на сессии Илтумена о том, что делать с бродяжничеством, правонарушителями детскими и так далее. То есть есть еще, даже в Якутии у нас есть дети, да, которые, вот, оказывается, не посещают школу, нарушают законы и так далее. А это вот до сих пор, ну, у нас и в других регионах, то есть в определенной мере еще сохраняется. Ну, обострение противоречий между регионами, городом и деревней, ну, это, да, это значит, традиционное противоречие капитализма. Там всегда город идет вперед, деревня отстает всегда, и вот цены разные между промышленными и продовольственными товарами, это вот всегда было. Между регионами, это, знаете, это в связи с тем, что вот Ельцин в свое время раздавал суверенитеты. Ну, все стали суверенными регионы, и давай, значит, защищать свою собственность от других. Вот. Это было. Сейчас, конечно, немножко выправили положение, но, тем не менее, значит, регионы, ну, в определенной мере варятся в своем соку по-прежнему. Так, ну и какая-то помощь от центра идет, а так, в основном, такой кооперации, такой взаимопомощи, как было в Советском Союзе, когда все республики помогали той же Якутии, кому угодно они помогали. Вот. Посылали своих рабочих, посылали, значит, строительные материалы, все, вот. Сейчас такого, ну, практически нет. Сейчас единственное, это можно заметить только в отношении освобожденных территорий вот, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Да, они очень сильно пострадали, и как-то вот народ сплотился в этом отношении и помогает. Вот этим регионам действительно серьезно помогает. Так, теперь, не затухают пожары межнациональных конфликтов. Ну, это вот, видите, в 90-е годы писалось. Ну, и до сих пор, конечно, мы можем говорить об этом. Вот тот же конфликт между Россией и Украиной. Так? Ну, и у нас напряженные отношения со странами Прибалтики, с Грузией еще. Вот. Молдавия что-то там свое пытается, тоже российское направление принять. Далее, крайнюю остроту в годы реставрации капитализма приобрел русский вопрос. Сегодня русские стали самым крупным разделенным народом на планете. Идет откровенный геноцид великой нации. Численность русских уменьшается, уничтожается исторически сложившаяся культура и язык. Задача решения русского вопроса и борьбы за социализм по своей сути совпадает. Ну, конечно, русский народ, государство образующее, почему он оказался самым разделенным? Вот распался Союз, 25 миллионов,
У нас же в Советском Союзе люди, русские люди, украинцы, белорусы жили во всех республиках и работали. Да? А когда развалился Союз, они оказались вне своей исторической родины, в Казахстане, там, ну, вот в Средней Азии, на Кавказе, ну, да, частично на Кавказе, значит, в Прибалтике, Украина, Белоруссия. И вы знаете, везде, ну не везде, но в значительной мере чуть не везде было, особенно в начале. Сейчас-то вот с этими восточными республиками вопрос несколько выправляется. А так, конечно, гонение русских было очень серьезно. Вот Украину возьмите, там же идет откровенный геноцид. Геноцид русскоязычных, русских людей. Все русское запрещает, все ликвидирует и так далее. Идет целая борьба, русофобия. И, конечно, поэтому вот в программе сказано, и Геннадий Андреевич Зюганов тоже говорит, вот борьба за русский мир, борьба за сохранение вот русской культуры, языка и так далее, это совпадает с задачами строительства социализма. Далее, утрачены позиции на международной арене, упала боеспособность вооруженных сил. НАТО бесцеремонно продвигается к нашим границам. Российская Федерация превращается в объект очередного передела мира, в сырьевой придаток империалистических государств. Значит, ну мы что можем сказать? Да, вот этот абзац, конечно, сохраняет в определенной мере свою силу, но несколько меняется сейчас серьезно вот меняются разные международные значит, вопросы. Имеется в виду, что позиции нашей страны, да, на Западе они упали чуть не до нуля. Ну, на Востоке сейчас Российская Федерация пытается, ну, как бы сплотить вот восточные и южные страны вокруг себя, так, и противопоставить Западу. Ну, вот эта вот тенденция сейчас есть. Так, вот дальше говорится о том, что упала боеспособность вооруженных сил. Это было в 90-е годы и в нулевые годы. Вот только последние годы боеспособность, ну, связанная с специальной военной операцией, вооруженных сил, боеспособность начинает наконец восстанавливаться, да, российской армии и начинает приобретать действительно такой вес современной боеспособной армии. Только в последние годы. Ну, то, что НАТО придвинулось к нашим границам, то, вот они уже Украину пытались захватить. И Белоруссию, кстати, пытались захватить. Но Белоруссия у них сорвалось, а с Украиной там, видите, вот эта цветная революция прошла, Майдан. В власти пришли откровенные, значит, нацисты, бандеровцы, вот, русофобы и так далее. И они вот, сначала начали терроризировать русскоязычные регионы, это восточные, да, ну, которые когда-то вот там Путин, Владимир Владимирович, там вечно, значит, обвиняет Владимира Ильича Ленина и так далее. Но сейчас легко обвинять, так? Но в свое время Ленин действительно пытался, ну, сельскохозяйственной в основном Украине придать промышленные районы, чтобы, ну, сделать эту республику более, значит, продвинутой. Да, может быть, это было... Никто не думал тогда, что произойдет развал Союза и что Украина и Россия будут воевать между собой. Вот. О таком не думали, думали о светлом будущем, да, о том, что люди будут жить в дружбе. Но вот сейчас, к сожалению, мы возвращаем те регионы русскоязычные, которые, значит, в свое время принадлежали Украине. Да? Ну, Крым вообще, это, вы знаете, довольно беззаконно даже считается сейчас, что это не совсем законно было. Хрущевым передан этот регион, ну, со времен Екатерины, это часть России всегда была, да? И только в 1954 году Никита Сергеевич Хрущев в связи с 300-летием вхождения Украины в Россию передал чуть не по своему решению, да, Крым Украине. Поэтому Крым, Донбасс и вот другие русскоязычные области, которые сейчас освобождены российской армией, они вошли в состав Российской Федерации, и мы будем, конечно, удерживать их в своих руках, потому что иначе придут бандеровцы, и там всем русскоязычным людям не поздоровится. Мы должны защищать их. Вот. Далее, значит, ну вот тут говорится о том, что да, действительно наша страна является объектом очередного передела мира. Ну, все зарятся, вот особенно в 90-е годы. После развала Союза была, видимо, задача развалить Российскую Федерацию, захватить ее богатство. И до сих пор они с давних времен и до сих пор, значит, посягают
и завидует и посягает на наши богатства. Ну, действительно, треть всех природных ресурсов планеты принадлежит нашей стране, хотя население нашей, вот сейчас Российской Федерации, а может быть и Советского Союза, нет, Российской Федерации, составляет всего 2% мирового населения, да? А мы владеем 30%. Ну, так исторически сложилось, и мы, как говорится, не должны, вот как это считает Запад, что мы должны вот все эти богатства поделить между великими державами и так далее. Ничего подобного. Как сложилась история, вот, мы будем наращивать население, мы будем осваивать эти богатства. И мы будем делиться и помогать всему миру. Что мы, в общем-то, и делаем, как сырьевая страна в значительной мере. Далее что говорится? Да, вот сказано, что мы превратились в сырьевой придаток империалистического государства. Ну вот до последних лет мы действительно продавали нефть, газ, металл и так далее, в основном на Запад. Западные страны. Сейчас, после того, что они 20 тысяч санкций против нашей страны объявили, после того, как они начали фактически войну с нами, руками Украины, да? Вот, но с помощью своего оружия. После этого, конечно, мы сейчас все эти вот нефтяные и газовые ресурсы постепенно перенаправляем на восток, более дружественные страны. И, конечно, мы были придатком империалистических государств, сейчас постепенно от этого отходим. Дальше. КПРФ убеждена, спасение Отечества только в возрождении советского строя и следовании по пути социализма. История вновь поставила народы нашей Родины перед тем же выбором, что в 17-41 годах. Либо великая держава и социализм, либо дальнейшее разрушение страны и превращение ее в колонию. Речь идет не о том, чтобы вернуться назад, а о том, чтобы двигаться вперед к обновленному социализму, очищенному от ошибок и заблуждений прошлого, в полной мере отвечающего реалиям сегодняшнего дня. Ну вот, значит, по этому абзацу действительно в программе говорится, что выход один. Ну, вернее, вот мы стоим перед дилеммой. Либо мы будем действительно возвращаться к советскому выбору, да, к строительству, дальнейшему строительству социалистического общества, либо вот это вот наше существование на капиталистических рельсах, оно, ну, действительно будет только создавать новые кризисы и приведет, в конечном итоге, если мы будем особенно Западу подчиняться, приведет к тому, что мы можем превратиться в колонию. Ну, сейчас, благо, мы пытаемся сохранить какую-то самостоятельность и независимость и повернулись на восток. А на востоке все-таки великий Китай, народный Китай, социалистический Китай. Конечно, это вот видите, немножко такое противоречие. Значит, народный социалистический Китай дружит с буржуазной Россией. Да? Хотя у нас население в значительной мере, имеется в виду старшее поколение, да, они в значительной мере еще советские люди, да, вот, сохраняют социалистические ценности и так далее. И мы, конечно, с народным Китаем всегда готовы дружить и сотрудничать. Наши власти вынуждены пошли на союз, потому что на Западе от наших властей отвернулись. Они хотели дружить с Западом. Запад наплевал на этих наших новоявленных миллионеров-миллиардеров. Вот. Им нужны не эти люди там, да, а нужны наши ресурсы, нужны наши богатства. Дальше идем. По мере углубления системного кризиса в народе зреет возмущение и сопротивление правящему режиму. Чувство унижения угнетенных и обездоленных сливается с болью патриотов за поруганную честь державы. На этой основе ширится народно-патриотическое движение за независимость страны. Ну, здесь, да, особенно, вы помните, это 90-е годы, очень так, народно-патриотический союз был. То есть КПРФ вокруг себя сплачивала все патриотические силы в борьбе с правящим режимом. Да? Вот. Ну, и это направление будет продолжаться, да? Потому что, как бы не менялась международная обстановка и так далее, все равно мы должны эту власть буржуазную заменить советской властью.
социалистической властью. Так? В нынешних условиях КПРФ видит свою задачу в том, чтобы соединить социально-классовые и национально-освободительные движения в единый народный фронт, придать ему целенаправленный характер. Партия борется за единство, целостность и независимость Отечества, за воссоздание братского союза советских народов, благополучие и безопасность, нравственное и физическое здоровье граждан. Вот. Значит, ну, действительно, вот мы пытаемся социально-классовые наши интересы, да, вот, интересы людей труда в борьбе с капиталом соединить с национально-освободительным движением. А какие национально-освободительные движения? Да, это, собственно, касается и всех наших республик в определенной мере, да, и это касается, конечно, всех тех стран, с которыми сейчас Россия пытается наладить отношения. А это так называемые развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки. Вот эти страны, они в значительной мере, ну не все, конечно, но большая часть их, значительная часть, симпатизирует России, ну, видимо, видя в России преемника Советского Союза. Советский Союз в свое время привлекал к себе взоры всех угнетенных и зависимых народов. Да? Вот. Сейчас эту роль, по идее, должна играть Россия. Ну, в какой-то мере, конечно, это пока на буржуазной основе, но, значит, наше правительство, президент, они пытаются наладить связи с национально-освободительным движением. Все это, вот и связь с великими державами Востока и связь с национально-освободительным движением, оно играет нам на руку. В конечном итоге мы, конечно, поддерживаем вот эти вот устремления. И это идет борьба не только за возвращение советской власти в нашей стране и социалистического строя в нашей стране. Речь идет, как раньше говорили, о мировой революции. Да? То есть речь идет о борьбе с мировым капитализмом за переход всего мира к более справедливому и, как говорится, социалистическому пути развития. Вот, мы за это. Дальше, значит, что здесь сказано? О том, что, да, действительно, мы хотим возродить Советский Союз, но на определенной основе, да, и мы хотим, конечно, всестороннего развития наших граждан, как это было в Советском Союзе. Со своими идеями российские коммунисты прежде всего обращаются к современному рабочему классу, говоря шире, к трудящимся классам и слоям населения, и слоям, значит, России, да, к тем, кто собственным трудом создает материально-духовные ценности, оказывает населению жизненно значимые услуги. В этих людях коммунисты видят свою главную социальную базу. Значит, ну, исторически, дальше, да, говорится, исторический опыт свидетельствует, что в годину лихолетия успех сопутствовал нашему Отечеству лишь тогда, когда трудящиеся, весь народ правильно осознавали свои коренные интересы и решительно поднимались на их защиту. Долг коммунистов всячески содействовать этому процессу и возглавлять его. Ну вот речь идет о рабочем классе. Да? Сейчас много дискуссий насчет этого. Так, есть рабочий класс, нет рабочего класса. Ну как его нет, когда все материальные и духовные ценности в мире и в нашей стране создает именно рабочий класс, трудящиеся классы. Это и сельские рабочие классы, и городской рабочий класс, это интеллигенция. В общем, все наемные работники относятся к рабочему классу. Ну, конечно, мы все-таки по-прежнему, я так думаю, будем особую опору делать ядром рабочего класса. Это все-таки промышленный пролетариат, это вот, который связан сейчас с научно-технической революцией, с новыми технологиями и так далее. Да? Вот этот вот, значит, промышленный пролетариат, он будет ядром. А все остальные слои, они в той или иной мере будут поддерживать промышленных рабочих, и это будет наша главная социальная база. Ну и дальше вот тут говорится о том, что в эпоху лихолетия, так, вот, ну, успех всегда сопутствовал нашему государству, когда народ понимал, во-первых, что делать, за что бороться, и, во-вторых, сплачивался. Дальше говорится, КПРФ выступает за мирный переход к социализму, вместе с тем, как сказано во всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН,
власть обязана заботиться о нуждах народа, чтобы он не был вынужден прибегнуть в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. То есть даже вот в этой всеобщей декларации Организации Объединенных Наций говорится о том, что люди имеют право на восстание против тирании и угнетения. А это, как говорится, ну, восстание не бывает безоружным, да, это вооруженное, как правило, бывает. Ну, так, сложившийся в стране режим, проводя антинародную политику, роет сам себе могилу, говорится дальше, да. Вот, сейчас, ну, давайте я тут дочитаю до конца и потом подведем итоги, да, вот по последнему абзацу. Последний абзац еще что здесь? Говорится, добиваясь активизации социально-классовой и национально-освободительной борьбы, КПРФ учитывает, что у нее есть реальные и потенциальные политические союзники. Это партии и общественные объединения левого социалистического спектра, прогрессивные патриотические движения. Это профсоюзы, рабочие, крестьянские, женские, ветеранские, молодежные, религиозные, просветительские, творческие, экологические, антиглобалистские и иные общественные организации. Вот, да? Далее, все те, кто проявляет заботу о трудовом народе, борется против закабаления России, кто не опорочил себя соглашательством с разрушительным курсом правящего режима. Коммунисты уважают их право на собственные взгляды и не навязывают своих. Но в диалоге и взаимодействии с ними не считают нужным скрывать своего твердого убеждения, что защита национально-государственных интересов России органически сливается сегодня с борьбой за социализм и советские формы народовластия. Мы уверены, что жизнь подтвердит нашу правоту, говорится вот в завершении этого параграфа. Ну, давайте я тут чуть-чуть, завершая, прокомментирую, и мы на этом завершим сегодняшнее занятие. Ну, во-первых, вот я уже сказал, да, значит, о том, что мы стоим за мирный переход, сказано в программе, к социализму. То есть, ну, мирный переход как может быть? Только, надо понимать, только в результате голосования на выборах. Когда за нашу партию, за наших кандидатов большинство народа наконец поймет и поддержит наших кандидатов. Когда наши кандидаты придут в большинстве своем в Государственную Думу, в парламенты в регионах, да, они будут формировать правительство. Они, да, ну, конечно, еще и значительную роль играют выборы президента. Если побеждает, ну, наш кандидат или кандидат левого толка, левого спектра, да, и побеждают вот на парламентских выборах мы берем большинство, то, соответственно, вот возникает ситуация, когда можно создать правительство левого направления и постепенно, не сразу, но постепенно развернуть страну в сторону социализма, в сторону советских форм правления. И мы так и будем. Вот дальше вот у нас следующие параграфы, там 3 этапа развития страны, об этом будем говорить, да? Но вот, как сказано в декларации Организации Объединенных Наций, да, что народы могут подняться на восстание, если их, значит, правящая элита прижмет, что называется, настолько, что они уже не выдержат и поднимутся на борьбу. Но не на ту борьбу, которая сейчас идет в Грузии, там, где-то в Молдавии, там, и так далее, да, где пытаются опять цветные революции навязать. И это провокации Запада. Не на эту борьбу. Мы должны бороться за свои интересы. Но дальше что говорится? Что мы имеем очень много союзников потенциальных. Это практически все патриотические и народные организации, которые борются за интересы народа. Вплоть до антиглобалистских. Да? Вот. И вот все, кто стоит на патриотических позициях, не только на социалистических, но на патриотических позициях, если они правильно понимают задачи, цели патриотизма в нашей стране, они наши союзники. Ну, при этом говорится, что партия, конечно, создавая вот этот народно-патриотический фронт, да, она, конечно, все-таки будет стоять на своих, ну, стоять, свои убеждения другим не будет, как говорится, навязывать, но от своих убеждений мы отказываться не можем. То есть мы стоим в этой борьбе все равно. И другим будем доказывать, что это борьба за социализм. Ну, другого выхода нет. Вот или капитализм, или социализм. Сейчас в мире вот идет такая борьба. Какое-то третье там направление выбирать, это бесполезно. Да?
Поэтому мы стоим за социализм и за советские формы народовластия. Вот это вот мы будем всем говорить, а уж как они воспримут, наши союзники, вот, это их право. Но мы надеемся, что большинство народа все-таки правильно понимает, и очень многие, вы знаете, вот особенно, если в 90-е годы, это с подачи вот Запада, с подачи нашей пятой колонны, очень много грязи вылили на партию и на нашу страну, да, в 90-е годы особенно, то уже в 2000-е и так далее люди начинают понимать, вот, что эта власть, она развалила все то. Ну, очень многие, даже сторонники Горбачева, Ельцина и так далее, сейчас понимают, что Советский Союз это было правильное, справедливое, демократическое общество. Настоящее, действительно, настоящее за интересы большинства народа, ну не большинства, за интересы всего народа, да? А вот эта власть, она, хотя на словах, тот же Владимир Владимирович Путин и другие выступают, мы за народ, мы там, да, там прибавим стипендии, мы пенсии прибавим, мы зарплаты прибавим и так далее, да? Ну, фактически они выполняют волю олигархов, волю вот этих миллиардеров, миллионеров, которые стоят, фактически держат в своих руках экономическую собственность. А кто держит собственность, тот и хозяин, тот и заказывает музыку. А вот правительство, президент, они выполняют, как и в Америке, кстати, они выполняют волю вот этих экономических собственников. Так что на этом мы заканчиваем сегодня занятие. Да, дальше у нас следующий параграф будет называться «Три этапа развития страны». То есть, что будет, если мы вот возьмем власть, и дальше какие будут поэтапные шаги. Все, на этом спасибо за внимание, на этом занятие заканчиваем.